Я не соглашусь столько сниматься. Здравствуйте, Прасковья Ивановна. Здравствуйте, Мы девочки. пирог принесли в честь вашего прошедшего дня рождения. Спасибо. А у меня как раз тоже для вас пирог, лимонник. Он долго хранится, очень месяцами прям всегда было, покупала и все надолго. Так что он вполне еще готов, лимон не портится. Очень хороший тоже пирог. Спасибо, спасибо. Так, ну а... Так, девчонки, здравствуйте. Как вас звать? Меня Маша. Настя. Так, вам ответный подарочек небольшой. Называется «Шоколад вдохновения». Спасибо большое. Прасковья Ивановна, скажите, пожалуйста, где вы родились? Я с Волги, из Самары, как теперь называет наш бывший город Куйбышев. А непосредственно это областной город. Ставрополь на Волге был, теперь Тольятти, тот самый знаменитый, где автозавод. И этот, у меня стихи есть об этом. Можно? Даже стихи? Да. Пожалуйста, дорогая, Да. пожалуйста. Значит, у меня так написано. Теперь не город там, где Ставрополь на Волге был, а море. И кладбище перенесли. Дома шагнули тоже в гору. Лишь шпиль от церкви намели. А новый город... Дома шагнули тоже. Вот ведь забыла. А новый город... То есть ладно, ваш населенный пункт ладно. затопили? Что? Ваш населенный пункт, где вы родились, Ставрополь, затопило? Затопили. Только церковь, один шпиль торчит. Все дома шагнули. А в какую гору. школу вы ходили? Кладбище даже перенесли. Но я... вот дальше. На дне и молодость, и детство. О, на дне. Все теперь на дне. Мне свое детство, молодость вспомнить только в память, а увидеть невозможно место. Это дно моря. Поэтому надо было действительно, вы правы. Это людям интересно. Мое место рождения и учения теперь нет. Оно залито Под водой. морем. Вот. На дне и молодости детства, а новый город не узнать. Высотки встали по соседству. Простор театра благодать. Чего не было в Ставрополе нашем. Назвали новый город Тольятти. Там автозавод. Вот это на этом закончу. Да, но это уже было после того, как вы школу закончили. Разумеется, это после войны было. Это после войны уже было. А училась я тогда в старом Ставрополе. Была единственная средняя школа. Сейчас она перенесена туда же, на гору, в автозавод, в заводскую, в общем, в Тольятти. И школа номер 1 по-прежнему существует. Там музей есть. Я там была. Ну, неудобно, наверное, сказать, что мое личное дело на первом месте лежит. Так, оно и должно на первом месте. И я им сказала, говорю, это все здесь моим приездом вы меня на первое место положили. Они говорят, нет, оно все время тут. Я говорю, а как вы определяете места-то? Они говорят, а бывшие учащиеся, которые с вами учились, а их родители даже вас знают, а преподаватели тогда были. То есть давайте передадим привет городу Тольятти в честь вашего дня рождения. Я уже забыла, что он записывает мне. Родилась и рассказывает. Так, теперь следующее. В каком году вы закончили школу? 1941 год, 21 июня у нас был выпускной вечер. А ночью 22 июня, ровно в 4 часа, Киев бомбили, нам сообщили, что началась война. А мы в это время танцевали. У нас был выпускной вечер. Мы вышли к 6 часам на улицу, чтобы домой идти. Кто на Волгу на лодках кататься поехал, кто в «Жигули» через Волгу переехать, погулять. А я с своим пареньком, с которым мы дружили в 10 классе, пошла домой, потому что мозоль натерла, новые туфли купили на выпускной вечер, все в новых платьях, в новых туфлях. И мы пошли, сели на скамейку, а там такой плач, вой. Я говорю, ой, тут, наверное, умер кто-то, давай пойдем в другое место. Пришли, а как скамейки около всех домов были. Подальше сели, то же самое. Я говорю, ну, знаешь, это уже что-то хуже. Это что-нибудь случилось, а ведь нас готовили к войне. Нам тогда говорили, если завтра поход, если завтра война, если темная сила нагрянет, как один человек, весь советский народ за свободную родину встанет. Мы уже знали, вот обстановка была накаленная, что вот-вот может случиться война. Я говорю, это, наверное, война.
пошли ко мне домой и сказали в 6 часов утра, Молотов объявил, началась война. Молотов был председатель Совета народных депутатов. Может, неправильно называю, забыл. Сегодняшнюю тему Глава правительства. нашего общения я хотел бы обозначить так. Учитель с большой буквы. Мне известно, что были учительницей моей учительницы Марии Дмитриевны Корычевой Поповой. В то же время давайте вернемся к тому времени, когда вы учились в школе. Каких учителей вы помните и почему вы выбрали эту специальность, эту профессию учителя? Я вообще хотела быть актрисой. И в школе меня с 5 по 10 класс звали панк-артистка. Я и в пьесах играла, и пела, у меня голос был такой, что я везде запевала и была. В любом хоре я запевала. То есть солистка хора, как теперь называется, значит, лучший голос существует. Поэтому меня там, когда я вышла в 5 классе на сцену с учителем пения, он на скрипке у нас вел уроки пения. Тогда музыки не назывался урок музыки, а урок пения просто. Мы просто пели. Он на скрипке играл. Он услышал мой голос и подготовил со мной романс Глинки «Жаворонок». Специально детский романс такой. Я и сейчас текст его помню, но не буду читать. И когда я спела, пришла в класс, мальчишки говорят, Панка-то у нас артистка, она на сцене выступает, а учитель ей только подыгрывает. Удивительно, что в 5 классе ребятишки понимали, что главное не та, которая поет, а которая... То есть главное, которая поет, хотя она и школьница, ученица 5 класса. А учитель только аккомпанирует, они уже поняли. И с тех пор я потом много лет спрашивала, говорю, ну кто у нас еще артистка, это кого зовут? Нет, и одна панк-артистка. Это звание мне присвоили в 5 классе одноклассники, мальчишки. И оно закрепилось, и в школе везде все звали меня. Мы ездили на всякие соревнования областные, дуэтом, квартетом, до октета, до 8 человек в ансамбле было. И я всегда ведущий голос была. То есть я была певицей признанной. И поехала, 7 класс закончила, бросила, то есть собрала деньги на дорогу, на пароход, за счет того, что мне в кино давали, и на мороженое. Эти деньги собрала и поехала в Самару поступать в музыкальное училище, чтобы петь по нотам. Потому что я пою, как мне вот душа подсказывает. Мне этого мало. Думаю, я буду артисткой, выйду на сцену, а там надо петь. Я должна петь на уровне настоящих певцов, чтобы это было грамотно и как надо. Сбежала, приехала туда, а мне было 14 лет. Поэтому вокал в это время противопоказан. Голос происходит, ломка в голосе происходит, и после 18 только можно голосом заниматься. Мне так сказали, говорят, ну у тебя очень хорошие данные музыкальные. Потом, Прометей потом говорил всегда, с такими данными ты не пошла в музыку. Какая досада. Я говорю, я не хотела пойти в музыку, у меня не было такого желания. Я хотела быть или артисткой, или преподавателем. Уже ребятишки вот так соберутся вокруг меня, я вечно командовала. Настя, наверное, такая же у нас. Это от природы такая родилась. Боевая сестры. Сестры были смирные, тихие. Брат у нас был такой серьезный товарищ. А я, как девчонка, очень боевая. Все мальчишки меня побаивались и не смели со мной шутить. Если какую-нибудь мышь за рубашку запускают другим девчонкам, а меня побаивается. А один решился, подошел и сделал, а я ни звука не издала. Я говорю, ну-ка вынь, а теперь давай тебе запустим. Он побежал от меня. Вот такая девчонка была боевая. И учительницей я стала уже в 1 классе, и даже до школы. Вот я говорю, давайте сейчас в школу поиграем. Они сядут, а я начинаю, что уж я им там говорить могла, я не понимаю, что девчоночка такая могла, чему научить могла. Ну, не понимала, а вот нравилось мне это. И так жизнь, она и складывалась. Значит, Кто был у вас кумиром в школе? Какие учителя? ах, учителя? И в кого вы были влюблены? Ни в кого не была влюблена, но очень уважала Николая Григорьевича, забыла фамилию, физика. И нашего классного руководителя Ивана забыла отчество и фамилию забыла. Раньше помнилось, а сейчас от старости у меня уже выветривается из головы многие фамилии, может потом вспомнится. Вот классный руководитель Иван, ах, какая досада, очень хороший учитель, такой интеллигентный, такой мягкий, такой
спокойный, справедливый и какой-то, я так грубее его, а он мягче. Высокий такой интересный мужчина был. И его жена была тоже учительница, и тоже хорошая учительница. У Николая Григорьевича нас учила языковед, и она мне против него уже не нравилась. Какие были у вас любимые предметы, дисциплины? Предметы? Знаете, я все предметы любила, это даже удивительно. И не любила только историю, потому что у нас преподаватель был очень скучный человек. Он требовал только запоминания дат и городов мировых, где какие события произошли. Но это настолько скучно, он никогда не рассказывал, что это за события такие. Вот зазубриваешь и все. А у меня брат старший стал историком, он в институте педагогическом преподавал. И говорит: Пан, да ты что? Это самый интересный предмет истории. Ты знаешь, я говорю, умом понимаю, Миша, я понимаю умом. Что было в жизни, что в этом городе произошло в эти даты. Так он нам не рассказывает. И в 10 классе он взял мне 4 поставил, в четверть какой-то. А учителя говорят: это если у Кондратьева 4, то кому же ты 5 поставишь? Она такая, все предметы любит, она за все хватается. Дополнительные сведения отовсюду приносит, где что услышит, сразу в ответ включает. Он говорит: ладно, ладно, поставлю 5. Она, конечно, лучше всех, но ему казалось, надо было только 4 мне. Его заставили по существу на педсовете поставить 5. Потому что надо верха Прасковья захватить. Ивановна. Верха захватить его. Да. Прасковья Ивановна, закончилась Великая Отечественная война. Победа. Как вы выбрали или выбирали в то время свою будущую профессию, специальность? Расскажите, В пожалуйста. армии после контузии госпиталя в батальоне выздоравливающих собрался театр. Там были настоящие артисты из разных городов и настоящий режиссер, который только что закончил ГИТИС с отличием по режиссерскому факультету. И он поставил спектакль с моим участием, потому что я уже привыкла быть артисткой, и я пошла и играла главную роль. После этого он сказал, что если я не буду актрисой, то это будет потеря не только для меня, но и для искусства страны. Я поверила, что у меня талант артистки. И я выбрала сразу, я буду только артисткой. Приехала, начала писать во все театральные вузы. Оказывается, вызов не высылают, значит, билеты не получить. Билеты не продают, если нет вызова. В столицу въезд был запрещен. Это на поезд? Общежития нет, пенсии нет. А кто это, как ее, Стипендии. дают что? Стипендии. Стипендии. Значит, только для богачей и для москвичей. Мне нет доступа в Москву. А отец мне сказал: на мою помощь не рассчитывай. Ты у нас и так можешь быть директором, не надо тебе дальше учиться. А я решила все-таки идти на артистку сначала. Куда тебе с своим суконным рылом в калашный ряд? Такая пословица была. Отец мне опять сказал, он во мне всяко развенчивал мою мечту быть актрисой. А учителя верили. И вот я боролась. И, наконец, я поняла, что я хочу, но нет похода. Пошла в Куйбышевский драмтеатр, пришла и говорю: позовите меня, пожалуйста, артиста какого-нибудь. Мне позвали, вахтерш. Он пришел, я и говорю: я очень прошу вас, говорят, что я талантливая актриса, и очень хочу стать актрисой. Вот я пришла с фронта, освободилась, и теперь я должна учиться. Послушайте меня, пожалуйста. А он говорит: это очень интересно, но нельзя этого делать. Потому что если я ошибусь и скажу вам, что вы талантливы, а потом не подтвердится это трагедия для вас. И наоборот, если я сейчас скажу, что нет, у вас нет таланта, опять для вас неприятность, а я, может быть, ошибся. Через год будет у нас прием в студию. У нас студия двухгодичная. Вот там собирается комиссия, и там ошибки быть не может. Там комиссия большая, специалистов, артистов, режиссеров. И там вам скажут, есть или нет у вас таланта, примут вас или нет в эту нашу студию. А мне хотелось в высшее учебное заведение, но я уже готова была и на студию, так и туда нет дороги. И я пошла в пединститут. В Куйбышеве? Памятуя, что я люблю и педагогику, что там литература будет, пьесы будут, я буду читать, я буду ставить с учениками пьесы. И думаю, шут с ним. И я
А там видно будет. Вот приду в следующий год в студию, если меня примут, я говорю, я готова на массовые сцены, хотя бы в массовых сценах. Вот поиграть, чтобы вы увидели, есть или нет талант. Если он есть, то ведь за таких держится. Он, как он сказал, армейский-то режиссер. И пошла в пединститут. Нет помощи никакой. Питание ограниченное, слабость, упадок сил. И уже нет больше желания стать актрисой. Хотя я там сыграла очень знаменитую свою роль Антрыгиной, где меня родная подруга не узнала с детства, с 3 класса дружили всю жизнь. Она пришла смотреть и не нашла меня. Говорит, мы ждали, ты так и не вышла. Вот. Но я поняла, что я в пединституте в драм-кружке играю под руководством артиста из этого театра, но мне уже не было желания идти поступать в эту студию. Думаю, ладно, буду я учительницей. И буду ставить спектакли с ребятами, вот так, как здесь, самодеятельностью. И пошла, и осталась в пединституте, стала преподавателем. И теперь, когда жизнь прошла, я все сомневалась. А теперь, когда вот прошла вся жизнь, я поняла, как зависимый артист в театре. Все зависит от режиссера. А вдруг он бы меня не оценил, и у меня прошла бы жизнь без толку. А учитель из меня получился. Это я знаю. Ученики это сказали, коллеги это сказали, руководство, которое мне документы какие-то давало. Вот. И поэтому я, оказывается, сделала правильный выбор. Прасковья Ивановна, то есть вы поступили в пединститут города Куйбышев Да. и закончили в каком году? В 49-м, я уже в 42-м, то есть, минутку. Поступили. Да, 45-й, 49-й, 4 года был тогда пединститут. У меня был отличный аттестат, и я поступила сразу без экзаменов. Такой порядок был. Что с отличием принимали без экзаменов. Мои девчонки, у которых не было такого аттестата, поступали на будущий год. А я успела. Демобилизация была в августе. А 1 сентября уже занятия. Я принесла свой аттестат и показала, он говорит, участница войны, наверное, медаль повесила, я не помню сейчас. Или сказала, что я участница войны. Он говорит, о, приезжай к объяснить. Такие нам нужны. И положил руку на и говорит, я вам не отдам уже ваш аттестат. Нам такие люди нужны. Мы вас поместим в лучшую комнату, в самую маленькую комнату, с самыми лучшими девочками, чтобы я не передумала. Он обрадовался, что к ним попалась участница войны. Видимо, мне так понравилось, как я веду себя, как с ним разговариваю. И я стала таким образом. Вот. И в 49-м закончила. Мне предлагали остаться в аспирантуре. Но я, говорят, на русский или на литературу? Я говорю, только на язык, только на русский язык. На литературу не хочу. Но я никуда не пойду, потому что у меня заболел мой армейский жених, у него Чисталевский Прометей, Чисталев. И мне надо ехать его лечить, спасать. Так, и так вы, получается, в 1949 году да, попали в республику Коми. В Коми к АССР. жениху, к армейскому жениху приехал. А с Прометеем вы были знакомы, будучи на военной службе, во время войны? Конечно, мы заканчивали войну вместе. Последний год в 30-м ШАРП, штурмовой авиационный Рижский полк, откуда самолеты летали бомбить Берлин. Уже скоро должна кончиться война. Меня все время на офицерскую должность тянули. Все время вот руководящую роль какую-то мне определяли. В особый отдел начальник штаба поместил. Но там это звание лейтенанта. Я говорю, ой, не надо, потому что скоро кончится война, я поеду в институт, а офицеры не отпустят. Офицер не свободен. Всех демобилизуют, которые не офицеры, а офицеры не отпустят. И меня 3 раза предлагали быть офицером, последний раз вот у Прометея. Я была бы тоже лейтенантом, но, возможно, меня так и оставили бы в армии. Я этого совсем не хотела. Я не хотела быть военным человеком. Мне жажда была учиться, у меня была такая жажда учиться. Высшее образование получить. Если не на артистку, то на педагога. Все равно высшее образование. Сделаем паузу небольшую. Что? Сделаем паузу небольшую. Хорошо. Прасковья Ивановна, скажите, пожалуйста, можете ли вы вспомнить 1 сентября 1949 года? Пожалуйста. Могу. Мой армейский жених, лейтенант, замполит батальона обслуживания этого 30-го ШАРП, где мы вместе служили, он
стал преподавателем. Он до войны закончил учительский институт и преподавал математику. И приготовил для меня место литератора в Вильгардской средней школе. Вильгард находится очень близко от Сыктывкара, почти город. И я даже в театр отсюда, из Вильгарда, ездила в Сыктывкарский. Он знал, что я из Куйбышева приехала, и театралка. И вот там началась моя педагогическая деятельность. В первую очередь вспоминаю Сергея Худяева. Это удивительнейший, силы, талантливый человек, творческий, глубокий. Какая-то от природы у человека потребность в эрудиции. Все учителя его звали Ломоносов. Он все предметы усваивал больше, чем на 5. И когда меня спросили, как у вас Худяев, я говорю, на 2 пятерки, на 2 пятерки, на 10. Я говорю, это прям какой-то удивительный. Мы его Ломоносов уже говорим, точно. Он все предметы, я классный руководитель у них была. Потом там была Надя Широхова еще, вспомнить хочется, потому что она хотела быть литератором. Подошла ко мне и говорит, ой, Прасковья Ивановна, я ведь хотела литератором быть. Я говорю, ну и что? Она говорит, ой, теперь после встречи с вами я боюсь, я не осмелюсь. Я говорю, неправда, Наденька, не надо, так не надо. Я такой, как вы, не смогу. И не надо, как я. Надо, как ты. Ты стань, как ты, но на большой высоте. Ты выше меня, может быть, встанешь. Неизвестно. Ты учись, набирайся. Только если хочется, иди. И она пошла и была хорошим преподавателем литературы. А Сергей стал действительно ученым. Он работал в области космогонии, космологии, вот все эти предметы, которые касаются космоса. Секретный. Он приезжал потом из университета и заходил ко мне и рассказывал, Прасковья, я не могу вам точно сказать, что именно я делаю, потому что это тайна. Вот, он написал больше 100 трудов. Вот с ним в основном у меня и связано начало моей педагогической работы. Он был нелегким учеником для многих, а мне трудным оказалось только то, что он хотел бросить учебу. Моя задача была удержать его в школе, чтобы он не бросил учиться. У него отец погиб на войне, мать с ребятишками маленькими там не справлялась. Он с 7 лет уже возил почту во время войны на лошади, любил лошадей. И говорит, Прасковья, зачем мне учиться? Я люблю лошадей, они меня любят, они меня слушаются. Я говорю, Сергей, да ты что, неужели ты с таким умом, с такими способностями бросишь школу? Он говорит, а зачем она мне? Для лошадей-то. Я говорю, да знаешь, через 10 лет будут лошадей кормить сеном, политым каким-нибудь составом, сделанным по химическим формулам, которых ты не будешь знать. Не знаю, он понял мой ход, не знаю, я искренне сама верила, но это его удержало. Он поверил, что действительно он может не сгодиться даже как конюх, если не будет учиться, и остался учиться. Я у них в 8 и 9 классе была классным руководителем. В 10 я в 10 классе, когда они учиться стали, мы с Прометеем уехали в Нюрчем, потому что ему запретили работать педагогом и инструктором или инспектором ГОРАНО, районо, потому что он заболел туберкулезом, он заболел. Я приехала его лечить, и я вылечила его. А в тот момент он пока еще болел, ему запретили. Этот год Сергей стал классным руководителем в своей группе, потому что директор прислал им классного руководителя, а они его не принимают. Говорит, нам не надо классного руководителя. Нас Прасковья научила, как надо жить. И потом пишет, Прасковья, вот мы сделали так, мы решили так. Они мне в Нюрчем писали, как они сделали, а я их одобряла. Говорю, правильно, ребята, правильно. Когда народ сам решает, он всегда правильно решает. То есть как у Макаренко у них было. Сергей закончил университет московский, как я ему сказала, не поступай никуда, только в МГУ. Такие люди должны учиться в самом лучшем заведении высшем нашей страны. Он поступил туда и закончил его, и стал ученым. Так, вот здесь фотография Сергея Ивановича Худяева, который был ректором Сыктывкарского государственного университета имени 50-летия СССР. Мы с ним переписывались, вот такая вот кипа была его открыток, писем.
как к праздникам, там, к дням рождения и так далее. И я ему сказала: Сергей, возьми у меня, пожалуйста, эти письма. Я ведь уже не молодая, вдруг со мной что случится, а там не все можно всем читать. И правда, Прасковьина, вот какая вы мудрая. Он мне всегда что-нибудь хорошее скажет. И даже сказал: это нельзя записывать, то, что я сейчас хотела Так, сказать. все, делаем паузу. Ой, спрашивайте. Прасковья Ивановна, итак, вы отработали 2 года в Вильгарте, потом перешли на работу в Нюрчин. Вот здесь в итоге я сделаю вот такую взаимосвязь, вот такой переход. Вот здесь на фотографии коллектив учителей Комсомольской средней школы. Ваш. 66-й год, да. Ваш. То есть поселка Комсомольск-на-Печоре. Здесь среди преподавателей, учителей есть фото Марии Дмитриевны Корочевой, которая, когда обучалась у вас в Нюрчме, была Марией Поповой. В 1975 году, в 10 классе, она у нас проводила классный час «Моя будущая профессия». Ее вступительное слово было следующее. Я выбрала профессию педагога, учителя, потому что была влюблена в Прасковью Ивановну Чисталеву. Говорить мне? Невидимые нити, вот и в то же время вот эта связь поколений, то есть получается, вы были учительницей у Марии Поповой в Нюрчине. Как вы могли себя влюблять? Это от меня не зависело. Это как-то получалось само собой. Я говорю, помню, девочка плачет, а я говорю: ты что плачешь? Я ведь никогда не смогу стать такой, как вы. А я опять говорю: да не надо становиться, как я, надо становиться, как ты только будь хорошая. Вот это повторяется случай, как с Надей Широховой, так и с этой девочкой. Откуда я знаю, что она в меня влюбилась? Я ведь не знала этого. Дело в том, что я очень люблю тех, кого учу, тех, с кем работаю в школе. Я и преподавателей всех уважала, как-то в каждом есть хорошее качество. Надо уметь любить разных людей при недостатках, которые бывают почти у всех. Надо прощать легкие недостатки и любить за достоинство. Поэтому вот такая взаимность возникала, что я приходила всегда ко всем с открытым сердцем, с любовью, с желанием сделать для людей добро какое-то хорошее что-то. Ну, мне почему, значит, вот Машу я так и не вспомнила. Она хотела ко мне приехать, не У успела, вас умерла. письма ее, Очень жалко. письма были ее, мы А читали. письма были, вы вот копию снимали, 2 письма было. По телефону она мне звонила. Я говорю: Машенька, ты можешь не успеть, дорогая. Я ведь уже ненадежная. Она говорит: я успею, Прасковья. Она не успела, потому что она не дожила до нашей встречи. Но таких учеников у меня много, конечно. Нина Чудоромцева те же самые слова говорила обо мне. И, в общем, и я это воспитательница католика, Воспитательница старший воспитатель католика. у вас есть, да? Да. И Алексеевна Денисова. Она уже не работает. При вас она не работала. А в прошлом году, когда была встреча, 33 года работала воспитателем. Она уже на пенсии. 15 лет старшим воспитателем у Католикова. И она в газете давала интервью и сказала, что я стала педагогом только потому, что встретила Прасковью Ивановну. И сейчас она дала мне слово приезжать через 2 недели обязательно по выходным. Прасковья Ивановна, сейчас перейдем к самому главному. Так а в Нюрчем это про Нюрчем. Так что- Чудоромцев я сказала? Сказали. Сказала, хорошо. Так, что в имени твоем учитель? Ой. Учитель — это не столько тот, кто учит, а кто воспитывает. Кто может служить примером для других. И если ученики не верят учителю, он говорит одни слова, а делает по-другому сам, они не воспримут это, они не поверят ему, и не полюбят, и уважать не будут. А урок-то там можно ведь по учебнику прочитать. Что он там учить? Вот я литератор, предположим, Льва Толстого, биографию, дальше произведение.
Они сами могут прочитать по учебнику и отдельно произведение. Это не главное у учителя. Я вспоминаю, как про моего сына в первой школе учительница сказала. Я ее спрашиваю, как там мой Ленечка у вас? Она говорит, да ладно уж на комплименты напрашиваться. Я говорю, ну почему же? Я не знаю. Дома он хороший у меня, а там, может быть, и нет. Они говорят, если бы все были такие, то нам бы делать было нечего. То есть она тоже говорит о воспитательной роли преподавателя, а не обучающей. Так, а их можно разделить? Либо Обучение они... и воспитание? Да. Да, можно, можно. Я считаю, что вот задай на дом такую-то страницу, такие-то в учебнике, сделайте такое-то вот упражнение, а потом вы прочтете мне и все. Это только обучение. А воспитание – это облик, это образ, это личность. И ученики, даже не всегда осознавая это, следуют тому, кто им нравится. А нравятся им те, которые соответствуют их представлениям о том, каким должен быть учитель. Если он такой, ему верят, за ним идут. Если он не такой, они отстраняются от него. И потом вспоминают самых лучших учителей. Я, оказывается, кратко и правильно сказала. А я думала, я не смогу ответить на этот вопрос. Отлично вы сказали. Да, получилось. Так, а если учитель с большой буквы? Ну, знаете, даже вот всякие звания, это не всегда соответствует. Мнение учеников и коллег важнее, чем мнение руководящих органов, которые иногда присваивают всякие звания не самым заслужившим, а тем, кто умеет себя подать. Скромные иногда остаются в тени. Хотя вот у меня, когда в горком меня вызывали быть директором училища, это коллектив, никого не хотим, кроме Прасковьи Ивановны. Тоже верно, коллектив. Однако у меня не было звания заслуженной учительницы, потому что я по состоянию здоровья из-за контузии на фронте, голова у меня болела, мне врачи запретили в 47 лет, запретили преподавателем быть и всякую умственную нагрузку. Больше по воздуху ходить вам нельзя напрягаться. Я поработала в театре распространителем билетов в Куйбышеве и поняла, что мне этого мало. Я не могу так мало. И потом опять продолжена работу. За флитом, правда, и Петровна Бобраковой была. И она была очень довольна. Это тоже литературная работа. И театральная. Тут и театр, и литература соединились. Давайте сделаем так. Значит, Девочки, 2015 год девочкам, наверное, идти надо. объявлен, сейчас, Прасковья Ивановна, 2015 год у нас год 70-летия, вы причастны к Великой Победе, год Мне литературы. присвоили, мне же присвоили, а мне к 90-летию присвоили, Так. мне раньше присвоили. Почем? Году 70-летия, год Это вы скажите, литературы. Костя, что мне Я присвоили. говорю, Да, говорю. это вы скажите, Так, то, что вы знаете это. А вот то, что так, вы я хочу сказать следующее, Да. Прасковья Ивановна, Да. что сейчас мы перейдем к физике, к филологии К и к чему? математике. Физика. Ну, Костя, не моя тема, вы что? Это вы свое вставляете. Вы делаете о себе особую передачу. Не надо физику-математику. У меня Прометей был физика-математика, вы физика-математика. Это не мое. Я даже ничего тут теперь ушла от всех предметов, только в литературу и язык. Еще психология, Так. педагогика и эстетика. Следующий вопрос. Да. Что такое падеж? Падеж? Да, и склонение. Вот Ну, какие интересно, части, Кость, какие, это же какие части научный речи термин. склоняются, какие не Ученые склоняются? изобрели эти термины. Это надо взять словарь и прочитать, что они обозначают. А кто этим не занимается, это им и знать не надо. Что такое падеж. А практически все знают, сколько падежей и как склонять. И как сопрягать глаголы. Но это тема следующей нашей видеозаписи, и я буду отвечать на вопросы, задавать себе вопросы и отвечать. Ну, Здесь знаете, следующее. Вот, вы, девочек-то, не задержите. нет, не задерживаемся. Сегодня не Не опоздали. задержимся, не задержимся. Я хочу привести только Математика. некоторые, нет. Русский. Вот, и интегрируя, Это что за книжка? так, это книга Симона Соловейчика «Педагогика для всех».
Это вы принесли с собой? Это я принес с собой, да. Вот здесь такие слова записаны, Ну, которые да, мне подготовился. очень импонируют. Ну-ка, Так, что писал, вы пока не записывайте. что писал Пушкин? Ну, Душа Пушкин моя, навсегда. Павел, держись моих правил. Люби то-то, то-то, не делай того-то. Кажись, это ясно, прощай, мой прекрасный. Знаете, это примерно то же, что я сказала. Делай то-то, то-то и не делай чего-то. Чтобы быть авторитетом. Я не думаю, что это лучшее стихотворение Пушкина, и не стоит вам его записывать. Нет, это не стихотворение, это резюме. Как стихи? Это Там в же итоге и резюме. ритм, и рифм соблюдаются. Вы что? Вот, стихи? Прасковья Ивановна, Бог дал мне общение воочию в реальном мире с вами. Вот здесь тема следующая. По Да. поводу комплексных чисел, по поводу математики. Костя, Нет, ну, я ради буду это бога. сам, я буду это сам. Я Хорошо, ничего Прасковья этого Ивановна. Зачем это сюда? Зачем? Так, Это это все отрежут. переход, это переход Куда? на будущую тему. На какое будущее? По поводу телепатии. О, это совсем особая тема, Костя. И сюда давайте не будем даже телепатию. Так, все, Не будем. ставим точку Это пока. другая Или тема запятую совсем. ставим, Прасковья Ивановна. Вот осталась ли запись, что я кроме русской литературы еще преподавала педагогику, психологию и эстетику. Вот это вот надо. Все, это мы записали. Потому что эта разносторонность моя и делала меня интересным педагогом. И в музыкальном училище девчонки говорят: ах, я ошибку сделала, мне надо было не в музыку идти, а в педагогику. Я говорю: а вы будете преподавать, музыку учить будете с ребятишками. Прасковья Ивановна, разрешите вас назвать учителем с большой буквы. Ну, если вы И так- пожелать вам, дай Бог здоровья, любить и быть любимой. Ну, Мы вас спасибо. все любим. Спасибо. Так, вы присоединяетесь к этим пожеланиям? Конечно. Так они у меня не учились. Нет. Они познакомились вот только немножко со мной, несколько раз были у меня. Еще раз, с днем рождения, Если когда-нибудь дорогая будете- Прасковья Ивановна. Костя,